Друиды пользовались рунами для того, чтобы выразить через ними законы Вселенной. Каждая руна, она объясняет конкретный принцип существования нашей Вселенной, в частности, жизнь на нашей планете. Все мы находимся на этой планете, и несмотря на то, что у каждого из нас изначально есть и свободная воля, и свободный выбор, мы совместно строим жизнь человечества на нашей планете. Наши желания, наши планы, стремления, они переплетаются между собой. Одно влияет на другое. Формируются эгрегоры, усиливающие определенные идеи, которые воздействуют на жизнь в более глобальном масштабе. Одновременно с этим существуют тоже эти глобальные процессы, которые определяются от государства, а эти государства объединяются в союзы, и они определяют мировые процессы. И не только это. Наша планета находится в планетарном комплексе, в котором все планеты влияют на жизнь на Земле. Они определяют человеческие биоциклы, которые помогают отдельному человеку адаптироваться на внешнее влияние. На уровне повседневной, обычной человеческой жизни каждый из нас постоянно входит в различные взаимоотношения, имеет определенные свои личные потребности и желания. Возможно ли всем этим управлять? Вот над этим стоит задуматься, когда мы говорим о рунном гороскопе. Есть такие процессы, которые в нашей власти, но есть и такие процессы, под которых нужно подстраиваться. Как мы можем создавать свою реальность? Когда мы ее творим, мы должны знать, чем мы можем управлять, под что надо нам успешно подстроиться. И то, и другое требует определенного знания о происходящих процессах, знания как в области того, что нам подвластно, так и в области того, что нам не подвластно.